Здравствуйте, в эфире Якутия-24, новости экономики. В студии Евгений Боженко. Российские банки на протяжении текущего года продолжат активно выдавать жилищные кредиты, но темп выдачи замедлится. Такой прогноз в обзоре «Региональные рынки ипотечного кредитования в 2017 году» дали аналитики агентства «Эксперт РА», крупнейшего российского кредитного рейтингового агентства, которое аккредитовано Банком России. Согласно прогнозу, процентная ставка по ипотеке продолжит снижаться, но не так быстро, как в прошлом году. По мнению банкиров, к концу года она может достичь 7–8%. В 2018 году рынок вырастет еще, но темпы будут не столь высокими, поскольку набрана большая база ипотечных кредитов. Кроме того, темпы ввода нового жилья в ряде регионов невысоки, а ипотека на вторичном рынке, как правило, не столь интересна самим банкам. Алроса получила от ВТБ банка гарантию на сумму выше 8,5 миллиарда рублей. Средства являются необходимым финансовым обеспечением для получения компанией субсидий на строительство технологического проезда в рамках инвестпроекта по освоению Верхнемунского алмазного месторождения в Якутии. Соответствующее соглашение было подписано на Втором Восточном экономическом форуме. На сегодня строительство почти закончено. По условиям соглашения дорогу компания строит самостоятельно и компенсирует расходы за счет субсидий. В ближайшие дни компания получит первый транш в размере 1 миллиард 300 миллионов рублей. Всего до конца текущего года будут компенсированы 3,5 миллиарда. Остальные 5 миллиардов будут выплачены в течение следующих 2 лет. Ассоциация российских продавцов нефтепродуктов предупредила автовладельцев о сокращении поставок топлива на биржевой рынок со стороны нефтяных компаний, что может спровоцировать рост цен на бензин для конечных потребителей. Как предупреждает ассоциация, если тенденция сокращения поставок продолжится, то уже к летнему сезону, то есть через 3 месяца, цены на российских автозаправках вырастут на 5 рублей за литр, а независимые АЗС и вовсе могут прекратить продавать топливо. За год число бесконтактных платежей на Дальнем Востоке увеличилось в 2,6 раза. Бесконтактным называется платеж, когда кредитную карту, оснащенную специальным чипом, просто прикладывают к терминалу. Также в этих целях могут использоваться некоторые виды смартфонов. Чаще всего люди используют бесконтактный способ оплаты в супермаркетах, ресторанах, аптеках и на автозаправках. Средний чек при бесконтактной форме оплаты на Дальнем Востоке за год вырос с 430 до 600 рублей. Большинство таких платежей, 77%, не превышали 2000 рублей. 17% составили от 2000 до 5000 рублей и 6% более 5000 рублей. В исследовании учитывались платежи жителей Дальнего Востока с января по февраль 2018 года и за такой же период прошлого года. На сегодняшний день экономическая ситуация в республике стабильная. Продолжаем показывать положительную динамику валового регионального производства. По сравнению с 2016 годом этот показатель увеличился на 35,4%, сообщил исполняющий обязанности министра экономики республики Денис Белозеров на совещании, посвященном итогам социально-экономического развития республики за 2017 год и основным задачам на 2018. Также он сообщил, что впервые за 7 лет зафиксировано увеличение производства сельхозпродукции, и в целом валовая продукция агрокомплекса оценивается в 75 миллиардов 100 миллионов рублей. В числе негативных моментов, по его мнению, безработица и реальные денежные доходы населения. 29 марта правительство Якутии установило величину прожиточного минимума в целом по республике. На душу населения прожиточный минимум составил 16 610 рублей. Для трудоспособного населения 17 628, а для пенсионеров 13 338 рублей и для детей 17 029 рублей. Это средний показатель. По уровню прожиточного минимума республика разделена на 2 зоны. В одной, куда входят северные районы, он несколько выше среднего, а в другой несколько ниже. Величина прожиточного минимума применяется для расчета пособий, субсидий и других социальных выплат. Полная ликвидация аварийного и ветхого жилья в Якутии требует финансирования в размере более 90 миллиардов рублей. А с 2013 по 2017 годы Якутия реализовала одну из самых масштабных в стране программ по переселению граждан из аварийного и ветхого жилфонда. За 5 лет в 43 районах расселено около 29 тысяч человек из 11 тысяч аварийных домов общей площадью 490 тысяч квадратных метров. Объем финансирования программы составил 29 миллиардов 600 миллионов рублей. Однако к настоящему времени ликвидировано только 40% аварийного жилья в республике. В 2018 году в рамках пилотного проекта правительство региона выделит на переселение около 500 миллионов рублей. Будет построено не менее 520 тысяч квадратных метров жилья.
В республике расходная часть консолидированных местных бюджетов на 1 марта составила 12 миллиардов 91 миллион рублей. Доходная часть 2 миллиарда 690 миллионов рублей. Об этом стало известно в ходе совещания премьер-министра правительства республики Евгения Чекина с главами районов и городских округов. Эти цифры 12% от годового плана. На сегодня основной задачей органов местного самоуправления в рамках повышения эффективности бюджетных расходов является обеспечение своевременной выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений с учетом достижений показателей по майским указам Владимира Путина и доведения минимальной государственной гарантии по оплате труда до уровня МРОТ. Вторая ключевая задача – обеспечение оплаты коммунальных услуг. На 1 января этого года кредиторская задолженность местных бюджетов по этим услугам составила 565 миллионов рублей. Россиянам за прошлый 2017 год списали более 2 триллионов 200 миллиардов рублей долгов. Об этом сообщила служба судебных приставов. Это на 16% больше, чем в 2016 году. Рост числа прекращенных дел о взыскании связан с падением реальных доходов населения. Приставы не могут взыскать долги из-за отсутствия средств у должников, а также низкой эффективностью работы самих судебных приставов. Большая нагрузка не позволяет им тратить много времени по каждому конкретному делу, поэтому проще массово закрывать судебное производство по ним. В настоящее время в 90% случаев с граждан Российской Федерации полностью снимается долговое бремя, отметили в службе судебных приставов. Минтруд Российской Федерации приступил к работе над законом, который изменит условия и сроки предоставления пособия по безработице. Уведомление о начале разработки документа размещено на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. В уведомлении отмечается, что пособие по безработице является одним из элементов защиты и предоставляет собой гарантию государства по предоставлению социальной поддержки безработным гражданам в виде возмещения части утраченного заработка. Однако минимальный и максимальный размер пособия не менялся с 2009 года, так что в настоящее время оно не обеспечивает необходимого возмещения утраченного заработка даже на уровне прожиточного минимума. Кассовые аппараты готовы к внедрению системы выдачи наличных в магазинах. Об этом рассказали в компании производители платежных аппаратов. Он будет представлять собой мобильный платежный терминал со встроенным планшетом на базе операционной системы Android. Производство и поставки таких аппаратов начнутся в 3-м квартале. Стоить они будут в среднем 600 евро без НДС в базовой комплектации. Напомним, что услуга по снятию наличных денег в кассах магазина должна заработать уже в этом году. О готовности предоставлять такую услугу сообщил ряд банков и платежные системы Visa и MasterCard. На этом все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия 24.